Сам глава непосредственно сегодня принял участие в открытии совершенно нового образовательного учреждения – Республиканского лицея-интерната для одаренных детей из сельской местности. На его создание и оснащение из федерального и республиканского бюджетов направлено 97 миллионов рублей. Католиков, я хотел, чтобы вы помнили, что эти ребята, что называется, поделились с вами этим зданием, а вообще уметь отдавать, уметь делиться – это великое призвание. Я хочу, чтобы вы также могли им отдать частичку своей заботы, своего участия в их нелегкой жизни. Конечно же, поделиться в том числе и своими знаниями, умениями, талантом. Мы не зря создаем такие места, которые являются притягательными для наших удаленных территорий, для одаренных детей сельской местности, для тех, кто живет в городе. И, конечно же, создавая такую атмосферу, мы хотим, чтобы вы не забывали, что жизнь, она не только состоит из удивительных талантов, она еще довольно сложная и имеет под собой те самые необходимые элементы поделиться частичкой своего. Всего в новом корпусе лицея 200 мест для учащихся с 7 по 11 классы. Закуплено современное интерактивное оборудование и эргономичная мебель, мобильные компьютерные классы и наборы для робототехники, а также лабораторное оборудование для исследовательской деятельности, потолочная система электроснабжения кабинета физики, медицинский блок, столовая и спортивный зал. Оснащение поражает. Одним из первых в классе ОБЖ свои навыки сегодня проверил глава республики. Это маленькая мишень справа. Представьте, Сергей Анатольевич, что там несколько триллионов для нашего бюджета. Застрелять их? Нет, попасть в цель. Попал или нет? Да, попали, да. По крайней мере, 3 в десятку это уже хорошо. На нынешний учебный год в лицей приняты учащиеся 7, 8 и 10 классов по 2 профилям обучения. Это направление МИФ с углубленным изучением математики, информатики и физики и направление биохим с углубленным изучением биологии, химии и математики. Напомним, всего в республике к 1 сентября введено 550 дополнительных мест в школах. Помимо нового корпуса Коми Республиканского лицея-интерната для одаренных детей из сельской местности, в селе Усть-Кулом сегодня открыт новый корпус школы на 250 мест. После капитального ремонта заработала и 4-я школа в Сыктывкаре. Кроме того, до конца года планируется ввести еще 50 мест в столичной коррекционной школе номер 40. Алексей Корчма продолжит.